Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. Начинаем новую неделю и о главном к этому часу. Сегодня в Казань вернулась «Стрела» регбийный клуб Казани впервые в своей истории стал обладателем Кубка России. Накануне в Москве они обыграли 10-кратного победителя турнира, знаменитый «Красный Яр». Команда преподнесла красивый подарок. В прошлом году в республике отметили 55 лет развития регби. И «Стрела» встала в один ряд с клубами-чемпионами Татарстана. Рустам Минниханов в соцсетях поздравил наших регбистов с долгожданной победой. Он разместил видео с моментом награждения спортсменов и написал: «Поздравляю, только Алга». О переломных моментах на пути к заветному трофею и планах Сирина Васильева. Казанский регбийный клуб «Стрела». В 8 утра на главном перроне Казанского ЖД вокзала с аплодисментами и яркими шарами встречают победителей спортсменов клуба «Стрела». На лице каждого улыбка, на груди золотая медаль. С этого дня они чемпионы России по регби. С исторической победой возвращаются из Москвы. С самой первой минуты все ребята понимали, что нужно играть. Такие трофеи получать это большого стоит. Лично для меня было более такое успокоение, когда мы начали вести 8 очков, и времени оставалось около 6 минут. В четвертьфинале «Стрела» обыграла «Славу», а в полуфинале «Динамо» и впервые в своей истории вышла в финал турнира. И попался никто иной, а 10-кратный обладатель Кубка России — красноярский «Красный Яр». Стрела, 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 стрела идет вперед! Соперники встретились в Москве на стадионе «Динамо». Посмотреть финальный матч собрались более 11 тысяч зрителей. Уже на 6-й минуте защитник «Стрелы» Йохан Тромп ворвался в чужую зачетку и заработал первые 5 очков. К концу первого тайма «Красный Яр» в большинстве практически сравнял счет, поскольку наши ребята получили 2 желтые карточки. Была такая напряженная обстановочка, потому что в 13 человек играть против 15 достаточно тяжело. Но ребят справились, отстояли, и второй тайм уже взяли свою инициативу. Уже с восстановленным составом казанцы отодвинули игру от своей зачетки. Желтую карточку получил игрок «Красного Яра» Владимир Чабан. Тогда капитан «Стрелы» Герман Давыдов привел команду к долгожданной победе. Попытка! Что делает Герман Давыдов? Мы сначала говорили, что надо нагружать их заднюю линию, играть в правильных зонах на их половине, чтобы не заигрываться на своей половине поля. Мы переходили туда и играть начинали там на руках. И это принесло нам результат. Игра закончилась со счетом 23-12 в пользу казанцев, и «Стрела» получила свой первый Кубок России. Первый трофей в истории казанского регби! Это командная победа. Мы хорошо себя показали и в защите, и в нападении. Главный секрет нашей победы в настрое. Еще до игры мы верили, что мы можем это сделать. Регби в нашей республике появилась раньше, чем клуб «Стрела». В 1967 году на стадионе «Динамо» была студенческая команда. Они были регулярными участниками первенств Советского Союза. После чемпионата 2008 года команда прекратила свое существование. 4 года назад ее возвратил президент Федерации регби премьер Алексей Песошин. Будучи студентом, он был ведущим игроком «Стрелы» и выигрывал чемпионат страны. Поздравить команду в Москву накануне он прилетел лично. Заслужили! Можно каждого игрока отметить, каждый на своей позиции сделал ровно то, что от него требуется. Ребята из Красного Яра подошли в раздевалку, поздравили. Вот сегодня и видим первые плоды. Это даст толчок развития регби не только города Казани, а в крупных городах: Альметьевске, Нижекамске, Набережных Челнах. Они бились и действительно добыли очень важную победу для Татарстана, для популяризации регби в Татарстане. Все-таки в том году мы отмечали 55-летний юбилей развития регби в республике. Впереди небольшой отдых и снова на тренировку. Игроки начнут готовиться к чемпионату России, который пройдет осенью следующего года. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Поздравительную телеграмму Рустам Минниханов направил президенту «Стрелы» Алексею Песошину, почетному главе Федерации регби Айрату Шафигуллину, руководству клуба, тренерскому составу, коллективу команды. Цитата: «Поздравляю всех вас с долгожданной первой победой в финале Кубка России в Москве. Разделяю с вами и преданными болельщиками регби радость этого по-настоящему исторического как для команды, так и для татарстанского спорта события. Теперь только Алга, как только могут летать стрелы далеко и точно в цель», говорится в телеграмме Райса Республики. Вот сейчас момент, что выбирает...
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении матери, которая избила 4-месячную дочь. Страшное ЧП произошло в Набережных Челнах. По данным следкома, нетрезвая 26-летняя женщина несколько раз ударила по голове грудничка. Бригаду скорой вызвала подруга, которая увидела рассеченную губу малыша и общее недомогание ребенка. Как выяснилось уже в больнице, девочка получила черепно-мозговую травму и перелом черепа. Сейчас она находится в реанимации ДРКБ, состояние тяжелое. За ее жизнь борются нейрохирурги и реаниматологи. Такой же шокирующий по жестокости случай произошел в конце прошлого года в Камско-Устинском районе. Тогда была задержана мать годовалого ребенка, который тоже попал в больницу с переломом основания черепа. Также у мальчика нашли переломы рук и ноги. Сегодня мать, избившую ребенка в Челнах, задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина попыталась успокоить свою 4-месячную дочку, а затем нанесла ей несколько ударов с большой силой ладонью в область головы. В дальнейшем к ней зашла подруга, которая, обеспокоенная внешним видом девочки, обратилась за медицинской помощью. Ранее в ходе процессуальной проверки выяснилось, что обнаруженные у ребенка травмы могут носить криминальный характер. Прокурор Татарстана поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства. Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего председателя банка «Спорт» Евгении Даутовой. За злоупотребление полномочиями по 3 эпизодам суд назначил ей реальный срок 1 год, но от наказания освободили за истечением срока давности. Евгению Даутову обвиняли в том, что она с 2013 по 2017 годы во время руководства банком выдавала кредиты себе и 11 аффилированным организациям. Суммарный ущерб составил 890 миллионов рублей. Свою вину она не признала. В 2019 году Даутову по первому уголовному делу признали виновной по статье «Фальсификация финансовых документов». Она получила 3 года и 1 месяц лишения свободы. В 2020-м вышла на свободу по УДО. И сегодня она свободно покинула зал суда. Евгений Валентинович, что скажете по приговору? Есть еще. Может, напишите, быстренько напишите? Я, честно говоря, не разобрала. Мы должны обсудить все с нашей клиенткой. Только потом, вполне возможно, может быть, будем давать комментарии или не будем. В Татарстан с рабочим визитом сегодня прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. У трапа самолета его встретил Рустам Минниханов. Вместе с Райсом Республики они посетят особую экономическую зону Алабуга. Гости ознакомятся с промышленным и экономическим потенциалом Татарстана. Запланирована официальная встреча в расширенном составе. Сегодня Раис Татарстана с рабочим визитом был в Москве. У него прошло несколько встреч. Так, Рустам Минниханов принял участие в заседании Оргкомитета Международного экономического форума России «Исламский мир Казан-форум». Его провел вице-премьер Марат Хуснуллин. На заседании подвели итоги работы 14-го Казан-форума, который прошел в мае. Он собрал более 16 тысяч человек из 80 стран мира. Прошло рекордное количество мероприятий, порядка 200. Заключено свыше 130 соглашений. По итогам форума мы вновь убедились в глубоком понимании позиции России и открытости к конструктивному взаимодействию со стороны наших коллег из исламских стран, отметил Марат Хуснуллин. Следующий форум пройдет в мае 2024-го. А вице-премьер поручил проработать новые треки по темам туризма, духовного развития и работы духовенства. А в рамках кадровой политики вопросы обучения в вузах и профессиональной переподготовки. Уверен, что уровень представительности Казань-форума и его влияние с каждым годом будет только расти. Времени достаточно, но уже пора определить наши планы и то, на что необходимо обратить особое внимание при подготовке мероприятий 2024 года. Рустам Минниханов отметил, форум в Казани на сегодня является главной площадкой для экономического взаимодействия России и исламского мира. Раис предложил организовать в рамках форума заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира, а также подвести промежуточные итоги внедрения исламского банкинга в 4 регионах нашей страны – Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Сегодня форум – значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира, отметил Рустам Минниханов. Форум на сегодняшний день является главной площадкой для экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Ну и, конечно же, что форум вышел на федеральный уровень, и вот те цифры, которые вы сказали, количество участников, интерес,
Участие регионов нашей страны, это говорит о том, что это мероприятие очень ответственное и нужное. Также Рустам Минниханов в Москве встретился с генеральным директором корпорации «Туризм РФ» Сергеем Сухановым. Обсудили новый проект «Казань-Марина», который будет реализован в Лаишевском районе на берегу Волги. Рустам Минниханов отметил, проект будет способствовать увеличению туристического потока в регион. Сергей Суханов поблагодарил его за личное внимание к будущему курорту. «Казань-Марина» – инвестиционный проект. Здесь создадут 1900 новых рабочих мест. Это первый объект такого формата, построенный за последние 30 лет. И он станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Пересядут ли министры Татарстана из иномарок в машины АвтоВАЗа? В республике отказались от госзакупок авто из недружественных стран. Но есть ли замена? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани вручили международную Арбузовскую премию в области фосфороорганической химии. Лауреатом признан Александр Габибов, директор Московского института биоорганической химии, академик, всемирно известный ученый, всю свою жизнь посвятил служению науке. Его вклад в разработку препаратов против ковид, а также создание каталитических вакцин были высоко оценены мировым научным сообществом. Лауреата этого года поздравила и Алия Хайрудинова. С детства мечтал быть ученым. Ну и вот эта мечта реализовалась, а уж что получится, судьба, так сказать, выводит человека на такие маршруты часто удивительные. Александр Габибов – частый гость КФУ и столичного научного центра РАН. Говорит, между ним и Казанью есть какая-то химия. С этой наукой он связал всю свою жизнь. А Казань, как известно, колыбель химии России. Его последние разработки в области создания вакцины против ковид стали большим подспорьем для мирового научного сообщества. Я показал, что можно получать терапевтические антитела из вакцинированных пациентов. Действительно, из пациентов, вакцинированных и Pfizer, и Спутником, можно разобрать на единичные элементы репертуар антительный и далее из соответствующих Б-клеток получить терапевтическое антитело. Вот, собственно, Трамп-то был вылечен так. Прошла, так сказать, эпидемия, но может быть что-то еще, понимаете? Поэтому то, что такая технология есть, и она есть в России, вот я считаю, да, наверное, это вот моя заслуга. Еще одна разработка связана с нейтрализацией фосфороорганических ядов. Теперь и у России есть молекулы, которые способны противостоять химическому и биологическому оружию. Вообще химическое оружие – это оружие бедных, так сказать, террористов. Относительно по сравнению с ядерной бомбой ее трудно, а поражающий эффект огромный. Минимальные концентрации можно создать для того, чтобы... Поэтому я считаю, в арсенале каждого государства эти так сказать, защитные молекулы должны быть. Александр Габибов стал 15-м лауреатом международной Арбузовской премии. За четверть века ее обладателями становились ученые России, Китая, США, Великобритании, Франции, Польши. Международная Арбузовская премия, как уже говорилось, была учреждена в 1997 году президентом Республики Татарстан. И вот уже более 25 лет является одной из самых престижных и единственной в мире в области химии фосфора. Александр Габибович внес большой вклад в создание каталитических вакцин, способных связывать и разрушать фосфороорганические яды, как сегодня уже об этом сказали. Присуждение ему Арбузовской премии – это признание его выдающегося вклада в развитие химической науки. Надо дорожить своими героями, надо у них учиться, соответственно, и претворять в жизнь то, что сегодня реально Российская Федерация может, как говорится, вынести на решение, которое сегодня реализуется. Он тоже работает на биоловушки против фосфоорганических токсинов. В России он был первый. Александр Габибов уверен, впереди еще много открытий. Российская наука смогла пережить развал Советского Союза, а значит и санкционные катаклизмы переживет. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
1000 кустов ароматной сирени в эти выходные высадили в Нижнекамске. Сиренгарий с 36 сортами появился на территории обновленного променада на Баки-Урманче. При поддержке компании «Сибур» в Нижнекамском районе высажено более 500 000 деревьев. Это целый лес. Когда мы придем следующей весной, мы посмотрим, как дерево наше выросло. Семья Чугуновых с нетерпением ждет, когда зацветет посаженная ими сирень. Они стали участниками масштабной акции «Наш сиреневый сад». В ее рамках на променаде по Баки-Урманче высадили 1000 саженцев ароматного кустарника. Можно прийти вместе с семьей, научить детей, как правильно садить деревья, приобщить к труду. Руководители города Нижнекамскнефтехима, сотрудники предприятия с детьми и волонтеры всего более 150 человек высадили саженцы 36 сортов сирени. Мне бы, конечно, хотелось и как матери, и как экологу, чтобы мои дети осознавали всю важность этой профессии. Это семейное хобби, это всей семьей надо делать. Потом вместе с будем ходить смотреть наше дерево, да? Да. Сиреневый сад в городе появился при поддержке леса климатической программы «Сибура» «Зеленая формула». Сохранение благоприятной экологической обстановки в регионах деятельности – это ключевой фокус внимания компании. Свою сирень посадили и руководители предприятия. Мы буквально этой весной высадили в Нижнекамске порядка 800 кедров, недалеко здесь в парке «Семья». И мне кажется, ключевая ценность даже не количество создаваемых этих пространств, а в первую очередь то, что мы делаем, это все вместе сообща. С инициативой о создании сада выступила администрация города. Сибур поддержал, сирень выбрали не просто так. Эти ароматные кустарники появились в Нижнекамске чуть ли не одновременно с домами. О сиреневом саде мечтали первостроители города. Спасибо нашим партнерам, компании «Сибур» Нижнекамскнефтехим. С их участием это пространство будет иметь индивидуальный облик. Соцветия в саду будут всех существующих оттенков, в том числе и редких. Цветовую гамму растений подбирали по мотивам картин известного татарского художника Баки-Урманче. При правильном уходе кустарники зацветут после акклиматизации через год. Алена Струминская, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В Россию идет жара, которой в стране не было 100 лет. Ее принесет скандинавский антициклон «Трансформер», сообщает ФОБОС. Он достигнет части русской равнины, Урала и Западной Сибири. В результате воздух в четверг прогреется до плюс 23, а в выходные будет по-летнему жарко, плюс 27 градусов. По словам синоптиков, это и есть бабье лето. При этом ночами температура будет резко снижаться. В Татарстане в отдельных районах уже начались заморозки. До нуля опустится температура и в ближайшую ночь. Это были новости Татарстана. Слово передаю коллеге Наилю Дихате. Он расскажет о погоде на завтра. Затем на нашем канале прямая трансляция хоккейного матча. Акбарс на своем льду принимает подмосковный «Витязь». Болеем за наших и хорошего вечера. Здравствуйте, Исяммисис. В Татарстане в начале недели все так же малооблачно, без осадков, однако температура чуть понизилась. Какая погода нас ожидает в предстоящие сутки, расскажем прямо сейчас. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в сентябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре довольно прохладно, но в то же время будет ясно и без дождей. Температура днем плюс 16, ночью около 1 градуса тепла. В Буинске, Апастово и Кайбицах переменная облачность, днем до 17 градусов тепла, ночью прохладно, до 2 градусов со знаком плюс. В Мамадыше, Аксубаево и Нурлате все то же самое. Малооблачно, осадков не прогнозируется, днем около 17, ночью до 2 градусов тепла. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Менделинске похожая картина. Ясно, без дождей. Температура днем около 17 градусов, ночью плюс 2. В Альметьевске, Бавлах и Бугульме днем температура также достигнет отметки лишь в 16 градусов. Ночью будет около 2, но местами температура опустится до 0. Так же, как и в остальных районах, осадков не обещают. Прохладный, но ясный день обещают синоптики в туристических городах Татарстана. Осадков здесь тоже не ожидается. В Болгаре днем до 16, ночью до 5 градусов тепла. В Свияжске также около 16 градусов днем и 4 градуса ночью. В Елабуге примерно такая же погода. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью будет около 2. В
Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 сентября в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани в предстоящие сутки малооблачно и без осадков. Температура днем поднимется до 17 градусов тепла. Ночью будет около 5. Атмосферное давление выше нормы 759 мм ртутного столба. Ветер северо-западный умеренный. Влажность около 40%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи.